западных черкесов, не помню абазин, не помню абхазов, а тут женщина сказала, мы абазехи. А насчет абазехов Хангрейс говорит следующее. Буквальная цитата – это очеркесившиеся абазины. А абазеха с черкесского – это просто нижняя абаза, и при этом делить это абазины или черкесы я не хочу, потому что абазины – это черкесы, а черкесы – это абазины. Абхазы – это адыги, адыги – это абхазы. Я считаю, что нам делить нечего, что у нас одно происхождение, у нас один язык, одна культура, у нас одна общая история. Мы всегда жили рядом. Были медовеевцы, были садзы, были шапсуки, были хакучинцы, были убыхи. Они все говорили, например, на одном языке. Да, были различия диалектные, но это все-таки какие-то различия, которые появляются со временем. Ученые говорят, что через 500 лет один язык, допустим, два диалекта одного языка, и через 500 лет один язык абсолютно превращается в другой язык. Он меняется. И то, что у нас немного есть языковые отличия, это нормально. Это то, что происходит со всеми народами. В этом плане мы абсолютно не уникальные. Мы такие же, как и все. Поэтому я считаю, что вот это деление на абхазов, абазин, деление нашей истории, культуры. Вот, допустим, мы любим делить убыхов. Любим говорить, что убыхи это абхазы, нет, убыхи это адыги и так далее. Ну, убыхи это и адыги, и абхазы, что в этом такого? Убыхи жили между абхазами и адыгами. Они знали и абазинскую, и адыгскую речь, и абхазскую речь. Они перенимали все лучшее от абхазов и все лучшее от адыгов. И что нам делать с убыхами? И делить нам это не надо, потому что мы и так поделены историей, мы и так поделены территорией. И теперь, если мы сами себя поделим, допустим, у наших соседей, балкарцев и карачаевцев, очень много родственников по всему миру. Тюркская языковая семья, она очень большая. А адыго-абхазская, она вот такая. Как мы можем друг друга делить? Я не знаю. Я не собираюсь никого делить. Я считаю себя и абазином, я считаю себя и адыгом. Все нормально, все в порядке. Я слишком много раз убеждался в том, что мнение многих людей, оно предвзятое, оно проплаченное, оно всякое. И исходя из этого, я очень многим доверяю. Поэтому, допустим, когда люди говорят, что мы разные и так далее, и у меня возникает сомнение насчет этих людей, насчет их порядочности, насчет того, почему они это говорят. Поэтому надо всегда доверять, но проверять. Вот моя черкесская готовая. Полуготовая. Покройная.